Приветствую всех уважаемых телезрителей, слушателей. В предыдущей лекции мы рассказывали о аристократизме как таковом, как о социальном, культурном явлении. Теперь же в нашей сегодняшней лекции, которая будет называться «Рыцарский кодекс черкесской аристократии Орхабза», более конкретно поговорить о соционормативной культуре этого сословия. Так как Кавказ находится на перекрестке, на границе Европы и Азии, двух цивилизаций, то многие культурные явления, связанные с Кавказом, они носят черты сходства как восточной моделью культурной, так и западной. Это касается и черкесского аристократического кодекса Орхабза. Так как этот кодекс есть порождение милитаризованного быта, он носит черты сходства с такими же системами, восточными и западными. В частности, есть много параллелей с кодексом чести, воинским кодексом японских самураев Бусидо. То, что их различает, можно сразу отметить. Во-первых, японская философия и кодекс чести японских самураев, у них культура смерти абсолютизируется. То есть цель для них это смерть, для них это цель сама по себе. И мы знаем, культура смерти это сеппуку, самоубийство ритуальное и так далее, харакири. Это часть составной самурайской, рыцарской, не рыцарской, рыцарство к самураям неприменимо как таковое, но в воинской культуре. У черкесов отношение к смерти особое, то есть тоже для них смерть, для дворянина это конечная цель жизни, причем славная смерть в бою, но никак не от болезни, в постели и так далее. Но самоубийство не приветствуется в воинской культуре черкесов. Воин, который попал в безвыходную ситуацию, по-любому он не должен допустить попадания в плен, но он должен добиться того, чтобы его убили. Но нежелательно, чтобы он заканчивал жизнь самоубийством. И второе отличие – это самурай ни при каких условиях не может выйти из подчинения к своему сюзерену. То есть вот такая, условно говоря, собачья преданность своему хозяину, своему сюзерену, она не характерна для черкесского кодекса Орхабза, дворянского этикета. Скорее здесь черкесский дворянский кодекс Орхабза имеет сходство с соционормативной культурой европейской феодальной аристократии. В европейской феодальном праве разрешается смена сюзерена. Это допустимо, и в черкесском феодальном праве любой дворянин, если он был недоволен своим князем, своим сюзереном, он мог в любое время разорвать вассально-сюзеренные отношения. Правда, при этом он обязан был вернуть так называемый уорктен, это дворянский подарок, который он получил при поступлении на службу. Но такие случаи были редки, потому что это бросало тень как обеих сторон, как князя, так и его дворянина. И если князь чем-то обидел дворянина, задел его, и дворянин хотел покинуть его, те же дворяне пытались урегулировать этот конфликт и не допустить разрыва. То, что касается воинской культуры, тут надо разделить. Значит, то, что связано с правилами воинской жизни на войне, правила ведения войны, еще их можно назвать так называемой культурой войны. Как и для европейских рыцарей, так и для черкесских аристократов было недопустимо войны без правил. Было запрещено убивать пленных, нападать на раненых, убивать не могущего оказать сопротивление противника, проявлять гуманное отношение к тем же пленным, к женщинам, старикам, детям. Убийство женщин, детей, стариков – это было недопустимо. А особенно поднимать руку на женщине, жизнь женщины, она была неприкосновенна. Женщины в черкесском обществе не могли быть ни объектом, ни исполнителем кровной мести. Покушения на женщины были неизвестны черкесам. То, что их сближает
западноевропейской аристократической культурой и Оргхабза, это то, что уважительное отношение, рыцарское отношение к женщине. Вот это уважение отмечали к женщинам все авторы, и европейские, и русские, которые были знакомы с черкесами, но вот это почитание, уважение женщины, оно не доходило до культа почитания женщины как прекрасной дамы. Мы знаем вот в Европе рыцарские романы, но тем не менее черкесские женщины пользовались очень большими правами в обществе, особенно это касалось аристократок. В частности, у них было право покровительства и защиты. Такого права даже не было в Европе у женщин. Любой человек мог обратиться к черкесской женщине, аристократке, и если она брала его под свое покровительство, его жизнь была вне опасности. Были случаи, когда кровники, преследуя вот своих врагов, даже если он, допустим, муж преследует какого-то своего кровника, хочет убить, и он, допустим, забежал в кунацкую или на женскую половину дома и обратился к его жене за покровительством, то он не мог его ничего с ним сделать, потому что он находился под покровительством женщины. И пока она его, в общем, в другое место не переправит безопасно, даже в своем доме он не мог ничего сделать, насколько уважали это право покровительства. И вот эти свои рыцарские правила отношения к женщине черкесы перенесли в мамлюкский Египет. В мамлюкских хрониках описывается случай, что когда одного мамлюка приговорили к смертной казни и вели его по площади, а в Средневековье вот, в государствах было принято казнить людей на публике, то есть народ собирался на площади как бы в назидательных целях. И когда он шел по площади к эшафоту, этот черкесский мамлюк подбежал к одной знатной черкешеньке и коснулся рукой подола его платья. И после этого черкесский мамлюкский султан отменил казнь, потому что он не мог переступить через право покровительства. Но с того времени всех мамлюков, приговоренных к смерти, обязательно им завязывали глаза и в таком виде выводили на эшафот, чтобы они не могли воспользоваться вот этим правом покровительства. Можно привести более поздний пример. Во время гражданской войны в Кабарде, где гражданская война носила ожесточенный характер в силу того, что черкесское, кабардинское общество оно было наиболее феодализированным обществом на Северном Кавказе, социальные противоречия здесь были намного острее, но во многом они как бы искусственно коммунистами, большевиками как бы эти сословные противоречия целенаправленно разжигались, но факт, что вот сама гражданская война ожесточенный характер носила. И вот был такой лидер белогвардейской, создатель белогвардейской белой кабардинской дивизии Даутоков Серебряков, Заурбек. И когда он в Малой Кабарде должны были повесить одного коммуниста, попавшего в плен, одна вот кабардинка, женщина, скинула платок и бросила его под ноги. И это человек, которого не было никакой жалости к большевикам, в том числе и кабардинцам, которые исповедовали, вот, приверженцы были коммунистической идеи, он вынужден был отменить эту казнь. Это вот буквально пример вот 20 века. Что касается самого рыцарства, то надо сказать, что рыцарство в Европе зародилось где-то в XII веке, и к концу XV века оно сошло с исторической сцены. Потому что причина, почему это произошло, во-первых, надо сказать, что лежало в основе вообще понятия этого рыцарства. Там два момента – это материальный и духовный момент. На чем базировалось рыцарство и рыцарская идеология? Если говорить о материальной составляющей, это прежде всего это конный воин, который обязательно должен обладать конем боевым, и рыцарские доспехи. Доспехи в средневековую эпоху были очень дорогостоящими, и очень мало людей могли себе позволить иметь рыцарские доспехи. Они стоили целого состояния. И ими обладали только аристократы, и только рыцари могли ими обладать. Плюс это следующий духовный составляющий, это любовь к воинской славе. То есть это отдельная тема, воинская слава. То есть
Воинская слава – это то, что ее нужно было добывать тоже не любым путем, а только следуя каким-то правилам и принципам. Победа ради победы не приветствовалась никогда. То есть, если рыцарь нарушал рыцарские правила во время войны, он не мог считаться рыцарем и не мог пользоваться уважением со стороны таких же рыцарей, как другие. И рыцари, независимо от национальности, у них была какая-то общая как бы солидарность. И французские, английские, там, немецкие рыцари, хотя они воевали между собой, но между ними было общего, они были более как бы солидарны между собой, хотя бы они воевали, чем с теми же крестьянами, французскими, немецкими, английскими, с которыми у них были совершенно разные культуры. И, значит, это воинская слава и этикет. Этикет они сами создали, чтобы вот этот рыцарский этикет, то, что их отделяло от основной массы населения. Как бы носители этого этикета, сам этот этикет, который был очень сложный, было очень сложно соблюдать, он как бы их выделял из общей массы населения и отделял от общей массы населения. Но в 15 веке за появлением огнестрельного оружия, которое свело на нет достоинства вот этих рыцарских доспехов, которые легко пробивались нарезными пулями, ружьями, привело к появлению массовых армий в Европе. Когда в армию начали набирать крестьян, вооружать их ружьями и так далее, рыцарская тактика и само смысл рыцарской вот этой конного войска, оно было низведено, нивелировано. Вторая причина – это развитие капитализма, товарно-денежных отношений. Само по себе, даже если вот в Черкесии, допустим, если мы почитаем первых историков европейских, Интариана, даже если крестьяне могли по своему финансовому состоянию, материальному благосостоянию купить доспех воинский, кольчугу и так далее, им бы этого не позволили сделать. То есть они не имели права, только князья и дворяне имели право носить, иметь доспехи, кольчуги. А в более ранних источниках XIV века, XIII сообщается, что если какой-то крестьянин становился обладателем какого-то вот коня, достойного, там, с достойными качествами, то князь или дворянин мог отобрать у него этого коня и взамен дать ему быка, сказать, это более тебе, тебе нужно, чем этот конь, и забрать. Но вот само вот геополитическое положение Северного Кавказа, милитаризованный такой быт, он привел к тому, что правом ношения оружия на Кавказе, у черкесов и абхазов пользовались не только князья и дворяне, но и крестьяне. Даже крепостные крестьяне имели право носить кинжал, шашку, ружье. И вот к XVIII веку вот произошли события, так называемый демократический переворот на Западном Кавказе, когда крестьянское движение, крестьяне стали добиваться уравнения прав с аристократами, с феодалами. И там тоже причиной этого послужило появление огнестрельного оружия. Если, допустим, раньше дворянин, закованный в кольчугу, и князь, и его дружина малочисленная, крестьяне не могли им противостоять. И они вынуждены были подчиняться, и функция защиты общества целиком лежала на их плечах. Но в XVIII веке, когда появились кремниевые нарезные ружья, они тоже эти доспехи сделали просто атрибутом таким, как престижности всего лишь навсего. Доспех, кольчуга, она не защищала от нарезного ружья. И вот это появление нарезных ружей привело к тому, что крестьяне, вооружившись этими ружьями, и они стали противостоять своим дворянам, князьям. И произошло несколько военных столкновений, сражений, и хотя в нескольких из них дворяне в силу своей военной такой профессионализма они одержали победы, но в конце концов крестьяне одержали верх, и они уравняли свои права в политической сфере с аристократами. Это произошло у шапсугов, абадзехов, натухайцев. Но в Кабарде, в Темиргое, в Джидуге
дворянство сохранило свои привилегии, но вынуждено было все-таки считаться с этим. И с этого времени, а в особенности, когда Российская империя начала планомерно завоевание Кавказа, то крестьяне наравне с князьями и дворянами стали составной частью вот этого антиколониального сопротивления. Но вот эта воинская идея, рыцарская идея, она тоже была ими воспринята. И многие предводители Кавказской войны в Кабарде, особенно из числа духовенства, они были все, как правило, в основном выходцы из крепостных крестьян, духовенства, муллы. Но чтобы получить вес и авторитет в черкесском обществе, они тоже должны были, как и князья и дворяне, проявить себя в военной сфере. И поэтому среди предводителей Кавказской войны наряду с князьями и дворянами было очень много представителей духовенства, которые в бою всегда были впереди, воевали, потому что иначе они не могли бы достичь веса уважения вот в таком милитаризованном социуме. Что касается, значит, я уже говорил, что составная часть вот этой рыцарской культуры – это в силу того, что покровительство – это их патронаж, это функция аристократии, защита подданных. Для них было запрещено заниматься торговлей, стяжательством, и запрет был на роскошь. В доме любого князя кабардинского вы не увидели бы каких-то предметов роскоши. Они жили в таких же хижинах, как крестьяне. И был такой уже в позднее время, уже когда Кабарда как бы была завоевана, один путешественник европейский в Кабарде спросил одного князя: почему вот у тебя там 2000 голов там скота, у тебя там огромные табуны лошадей, а ты живешь так скромно, в такой же хижине, у тебя нету там в доме никаких предметов роскоши. Он сказал: это, говорит, просто, говорит, я боюсь мнения народа, говорит, потому что если я это сделаю, это вызовет недовольство народа. И они ввели такой же образ жизни, как и большинство, значит, их подданных. И сама вот эта рыцарская идея, она, дворяне не могли что-то покупать, продавать. Они могли только дарить или отбирать силой. И вот этот интересный момент, он нашел отражение в русских источниках XVI века. Мы знаем, что Темрюк Идаров был тестем Ивана Грозного. И в 1680 году было кабардинское посольство, которое возглавлял сын Темрюка Идарова Мамстрюк Темрюкович. О нем есть упоминание и в русских народных песнях о Мамстрюке, о черкесской борьбе, когда он там в Грановитой палате, когда они с Иваном Грозным пьют, и Иван Грозный просит его показать черкесскую борьбу. И там он начинает бороться, опрокидываются столы и так далее. Но он был очень... Мамстрюк, он был вообще... Его сын, он был выдающийся по воинским своим качествам. И потом я это скажу о культуре дворянской вражды и культуре именно агонистической культуре черкесской, то есть соперничества. Это было характерно для аристократии, постоянное соперничество в борьбе за первенство в славе. И вот его впоследствии убили именно за то, что завидовали его воинской славе. Такие же аристократы, князья, они его убили за это. Но факт, что когда их отпустили с богатыми дарами, царь, это же его как бы Шурин, брат его жены, с богатыми дарами отпустили, но Иван Грозный написал распоряжение сопроводителю этой делегации кабардинской, чтобы они по дороге никого не грабили, и в этих постоялых дворах корма и все остальное бесплатно не брали. И для нас, для представителей этой культуры, поведение их непонятно. Мы знаем, что на Кавказе ни один путешественник ни за что не платил. Гость, если гость у тебя остановился, хозяин его должен накормить его лошадь, накормить его самого, обеспечить безопасность, и за ночлег деньги с путешественников не брали. Если даже путешественник предложил бы плату за гостеприимство, это восприняли бы как оскорбление. И, естественно, вот это кабардинские князья, дворяне не могли понять, как это мы, являясь
гостям самого царя, и мы еще с нас требуют плату на постоялом дворе. И они этого не понимали, они все, что им нужно, забирали, не платили и ехали дальше. И он распорядился выдать им большие суммы и попросить их, чтобы они расплачивались. Ну, как бы законы русского государства, чтобы они не нарушали. Теперь хочу сказать немного о культуре дворянской вражды. Культура дворянской вражды для аристократии феодальной всегда было характерно соперничество. Между собой великие, но вот это соперничество не нарушало солидарности элиты как таковой. И вот эта солидарность, она носила интернациональный характер. Кабардинские князья могли воевать с осетинами, допустим, с другими народами, но те народы, у которых были аристократы, эти осетинские аристократы, феодалы, они были им ближе по культуре и так далее. Они считали себя все как бы братьями, хотя они между собой воевали. И, допустим, те же кабардинские крестьяне не были для них как бы... Они отделяли себя от этой основной массы, потому что у них были разные ценности. А ценности у всех аристократов были на Кавказе одинаковые. У всех, и у кумыкских феодалов, и осетинских, и у кабардинских. И вот когда вот эти возникали споры между... Вернусь вот именно вот к агонистическим началам. Агонистика – это значит соперничество. И оно характерно не только для аристократической культуры, а в целом для кавказской культуры, которая является воинской культурой, маскулинной, мужской. И есть кабардинская пословица: те, которые соревнуются, те процветают, а которые друг другу завидуют, те прозябают. То есть это качество считалось похвальным. С детства вот в селе, в деревне мальчиков постоянно поджигали их самолюбие, чтобы они кто сильнее, кто храбрее и так далее. И когда они вырастали, особенно аристократы, вот это соперничество за славу, за первенство в храбрости, в щедрости, оно приводило к дуэлям часто. И дуэли – это часть аристократической культуры. Дуэли носили, вот эта культура дуэли, противостояния, соперничества, она носила сословный элитарный характер. То есть враждовать между собой и тем более вызывать друг друга на дуэль могли только люди одного сословного статуса. Дворянин не мог вызвать на дуэль князя, крестьянин не мог вызвать на дуэль дворянина. Только люди одинакового сословного статуса могли проводить между собой дуэли. Если же, допустим, вообще считалось позором, если дворянин убил крестьянина, это считалось позором. То есть он не мог даже враждовать с крестьянином. Их несословная разница в происхождении, это бросало тень на него. Даже если крестьянин его оскорбил, нежелательно было с ним выяснять отношения на равных, то есть применять оружие. И даже был такой случай, когда у одного кабардинского князя жена совершила прелюбодеяние со своим табунщиком его, пастухом. И когда он его решил убить обоих, и жену, и пастуха, другой князь его остановил и сказал: я согласен, что надо жену наказать, но ни в коем случае ты не должен наказывать этого пастуха, потому что если ты его убьешь, это значит, что ты его ставишь на один уровень с собой. То есть даже он считал, что это недостойно. Вот. То есть если враждовать нужно было только с достойными, равными себе по статусу. И культура дворянской вражды предполагала уважение к противнику обязательно. Уважение к противнику. И у черкесских аристократов было принято отдавать дань уважения своим врагам, таким же аристократам, и даже хвалить их и подчеркивать их достоинства и качества. И это есть, перефразируя известную такую поговорку: скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. У черкесов было наоборот: скажи мне, кто твой враг, я скажу, кто ты. Кто твои враги, и по твоим врагам я пойму, чего ты стоишь. И были такие князья, которые путешествия по Черкесии, был такой князь Шалох, по-моему, его звали, он, когда
в незнакомую местность приезжал, он спрашивал, кто у вас есть, с кем можно дружить? Если я буду с ним дружить, чтобы он был достойным другом, и кто у вас есть, с кем я буду враждовать, и он будет достойным мне врагом. То есть слава была часто, что аристократы, если узнавали, что где-то есть какой-то прославленный своими подвигами аристократ, они или искали его дружбу, или специально ехали туда, чтобы под каким-то предлогом, значит, вызвать его на дуэль и оспорить его воинскую славу. И Ницше говорил, что гордитесь своими врагами, тогда их достижения будут вашими. Что касается правил поединка, значит, старались по возможности, во-первых, старались дворяне сражаться на коне, верхом. Они вообще всю жизнь проводили на коне. Даже в гости друг к другу, живя в одном селе, с одного квартала в другой, князья, дворяне ездили верхом только, пешком не ходили. И отправляясь в гости, они всегда одевали все доспехи. Вот они в гости даже друг к другу так ездили. И, соответственно, поединки предпочтительно было проводить верхом. Обычно это было так, они разъезжались в две разные стороны, и если, допустим, это уже век огнестрельного оружия, они скакали друг другу навстречу, стреляли в друг друга из ружей. Если они промахивались, то, значит, доставали уже шашки и рубились. Если один из дуэлянтов терял лошадь, то второй тоже должен был спешиться, чтобы как поставить друг друга в разные условия. Если один из противников погибал, то надо было ему оказать уважение к его телу. Вот то, что восточным народам свойственно, отрезание голов, ушей, там, издевательство над трупами противников, это черкесам было совершенно не свойственно. И надо было укрыть его буркой и сообщить родственникам. Причем у черкесов, у аристократов не принято было прятать кровь. И просто так из-за угла убить тайно и скрыть это считалось позором. Если кто-то кого-то убил, он должен был сообщить родственникам убитого: я такой-то, такой-то убил такого-то по такой причине, и его тело находится там, можете его забрать. Или же мог даже сам привести тело убитого к родственникам, но в этот момент родственники не могли ему мстить. И о своих вот таких подвигах я уже говорил в предыдущей лекции, нельзя было хвастаться своими подвигами. С одной стороны, вот это противоречие мы наблюдаем, а с одной стороны, честолюбие, стремление к славе аристократов, но это честолюбие, оно должно было быть спрятанным. То есть, если человек говорил о своих подвигах и так далее, его просто засмеяли бы, он потерял бы цену вот этого своих подвигов. Говорить о человеке могли только после его смерти, о нем могли сложить песню историка величальную. А при жизни, во-первых, он сам не должен был хвастаться, во-вторых, нельзя было его в лицо хвалить, могли только за спиной хвалить. И вот эта рыцарская культура, я хочу сказать, что она дожила до... Если в Европе в 15 веке она сошла с исторической сцены, то мы знаем последних рыцарей Кавказа. Это герои русско-кавказской войны, Хатакшока Мухаммад Аша, это Кучук Аджигиреев, кабардинские князья, это Джамбулат Балатоков, тимиргоевский князь, это Казбич Шеретлоков, известный шапсузский предводитель. И это было, если это признавали русские враги, с кем они воевали, которые предпочитали бы называть горцев хищниками, разбойниками, но в официальных донесениях их так и называли. Но вот это уважение к врагу, к рыцарской культуре черкесов, она повсеместно встречается в мемуарах русских офицеров и иностранцев, которые воевали на Кавказе. Они там уже после окончания войны, как бы в частном порядке, когда описывали, они не могли не отдать дань уважения рыцарству и благородству черкесов. В частности, был такой испанский офицер, который приехал на службу в Россию, Эммануэль Пина. И он рассказывает случай, когда 300 казаков столкнулись с 1200 черкесских всадников под предводительством известного шапсузского дворянина Казбича Шеретлокова. И Казбич запретил, в общем, нападать на них. Он отделил 300 всадников и устроил такую коллективную дуэль. И каждый раз, когда, значит, кто-то выбывал из строя, он просто добавлял такое же количество
И пока все казаки не были убиты, вот это противостояние проходило из уважения к этим казакам. Он запретил их, ну, что-то обирать их трупы и так далее. Он тоже им оказал уважение, из уважения к их храбрости. И во время русско-кавказской войны было немало случаев, когда сами черкесы точно так же проявляли уважение к тем русским офицерам, которые проявляли благородство. Таким был, кстати, в частности, был такой, значит, русский офицер, он был декабрист, и вот он как-то пленную черкесскую княгиню сам привез в горы и передал, значит, ее мужу. И когда погибали такие офицеры русские, проявлявшие благородство, черкесские князья приезжали к ним на похороны, чтобы выразить дань уважения к ним. Или же после сражения горячего они приезжали к русским офицерам, чтобы поздравить их с раной, полученной в бою с ними. То есть раны, они считались, украшают мужчину, и как для кого-то это кресты, награды, медали, для черкесов награды были раны, причем полученные не в спину, а вот в грудь. В общем, вот эта культура аристократическая, она ушла в небытие вместе с черкесским этносом, который на 90% в результате русско-кавказской войны, большинство носителей этой аристократической культуры, они погибали во время этой войны. Остальная часть народа была изгнана с исторической родины, и осталось 5% населения, и последующие вот эти реформы, значит, и в последующем и советская власть. Вот это все, конечно, привело к тому, что только остались предания об этом и так далее. Но это не говорит о том, что этого исторического явления не было. Оно было, оно зафиксировано во многих исторических источниках, не только в наших историко-героических песнях. И я думаю, вот это наша молодежь должна знать нашу свою историю, и гордиться своей историей, и знать, что вот мы все знаем вот эти фильмы о самураях, о рыцаре Айвенго, о рыцарстве, как бы любим смотреть вот эти фильмы, читать романы. Но у нас была не менее яркая, самобытная рыцарская аристократическая культура, которой мы можем все гордиться. Благодарю всех за внимание.